Программа «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Обсуждаем приемную кампанию в образовательные учреждения республики. И прямо сейчас поговорим об условиях приема в колледжи и техникумы вместе с заместителем министра образования и науки Республики Башкортостан Инессой Косолаповой. Инесса Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Понятно, что коронавирус повлиял на приемную кампанию в целом. Как это отразилось на колледжах и техникумах? Я бы хотела, наверное, начать с того, что вообще система профессионального образования, среднего профессионального образования очень такая давнишняя, и в этом году исполняется 80 лет нашей системе. И, конечно, в рамках данной даты мы готовим различные мероприятия, но самая главная задача – это очень качественно и хорошо отработать приемную кампанию, которая началась у нас уже с 15 июня. Изначально мы документы в колледже принимали по онлайн-сервисам, которые размещаются на сайтах образовательных организаций. Но на сегодняшний день в связи с указом главы Республики Башкортостан с 29 июня точно так же имеется возможность у абитуриентов сдавать документы и очно непосредственно в образовательных организациях. Я бы хотела отметить, что на сегодняшний день очень большое количество уже заявлений подано абитуриентами. Мы проводим еженедельную аналитику с цифрами прошлого года и, как правило, на 5, 10, а то и 15% в зависимости от специальности заявлений больше. То есть мы можем уверенно сказать, что действительно сегодня среднее профессиональное образование пользуется определенным спросом у наших выпускников школ. Ну и давайте уточним, что до 25 августа продолжается приемная кампания в колледжах и техникумах. Да, это особенность данного года. Соответственно, до 25 августа продлен прием документов на те специальности, которые не требуют дополнительных вступительных испытаний. На те специальности, где такие испытания необходимы, такие как архитектура, дизайн, ландшафтный дизайн, пожарная безопасность, прием документов до 15 августа. Изменилось ли количество бюджетных мест в этом году? В этом году бюджетные места у нас по количеству остались на прежнем уровне. Это 23 тысячи бюджетных мест. Но уже со следующего года будет увеличение порядка на 400 мест, но и увеличение в отрасли медицины. То есть мы понимаем, что медицинские работники на сегодняшний день очень важны и нужны, поэтому есть задачи, которые поставлены и президентом страны, и правительством, и Российской Федерации, и Республики Башкортостан. Разумеется, мы эти поручения исполняем. Что происходит в коммерческом секторе? Увеличивается ли стоимость обучения? Нет, в этом году, разумеется, никакой ни индексации стоимости, ни повышения цен не происходит. То есть все остается на прежнем уровне, как и в прошлом учебном году. Давайте обсудим профессии будущего, которые уже сейчас можно получить в колледжах и техникумах. Это сфера IT. Мы понимаем, что трудоустройство здесь, оно практически 100%, зарплаты от 120 тысяч рублей. Подтверждаете ли вы эту информацию? Что видите вы? Вот какая картина с точки зрения Минобразования? Да, с точки зрения Министерства образования мы ежегодно после каждого выпуска проводим мониторинг трудоустройства наших выпускников. И вот по итогам выпуска этого года мы видим, что из 23 тысяч у нас фактически под риском нетрудоустройства остается всего лишь 290 человек. Но, разумеется, с каждым выпускником прорабатывают и центры трудоустройства, которые имеются при колледжах, и, соответственно, наши региональные центры, чтобы данную ситуацию несколько исправить. Но по актуальности профессии, специальности, я бы хотела сказать, что сегодня нужны все. И специалисты в сельском хозяйстве постоянно звонят работодатели и говорят, что дайте нам выпускников. И промышленный сектор нуждается в квалифицированных кадрах. Ну и, соответственно, IT, которые очень востребованы среди абитуриентов. Если даже посмотреть по популярности подачи заявлений, на первом месте это у нас IT, второе – нефтегазовая промышленность, третье – медицина, и уже дальше все по рейтингу остальные профессии и специальности. Каков уровень зарплат? Вот в топ профессий, топ отраслей, которые вы перечислили? Все зависит от того, насколько, наверное, удастся трудоустроиться и в какую компанию, в какую корпорацию. Но в среднем от 30 тысяч и выше. Я знаю, что Министерство образования и науки Республики ведет деловое сотрудничество вместе с организацией «Молодые профессионалы», это WorldSkills. На каком уровне сейчас и как вы можете оценить это сотрудничество? На сегодняшний день сотрудничество WorldSkills, оно по всей стране, повсеместно с 2012 года, и WorldSkills является драйвером фактически развития профессионального образования. Действительно, это участие и в чемпионатах молодые профессионалы, и изменение формы государственной итоговой аттестации. На сегодня
сегодняшний день это демонстрационный экзамен, и развитие так называемых новых компетенций, которым еще не обучают, нет таких стандартов федеральных государственных образовательных, но мы понимаем, что эти компетенции через год уже будут нужны. И в рамках реализации национальных проектов мы создаем как раз-таки по методике и по стандартам WorldSkills новые мастерские, и уже как раз в этих новых мастерских даем ту или иную компетенцию. Ну, вот если мы говорим про тот же сельскохозяйственный профиль, про сельскохозяйственную отрасль, такое направление, как сити-фермерство, сегодня очень актуально среди наших студентов и абитуриентов. Вы уже отметили, что 80 лет исполнилась системе образования. Помимо WorldSkills, какие изменения за эти 80 лет произошли? Что главное? Разумеется, все это начиналось, вообще система профессионального образования начиналась как фабрично-заводские школы при заводах, при фабриках. И сегодня это абсолютно иная структура, это современная материально-техническая база, но фактически база по мировым стандартам, к чему мы все и стремимся. WorldSkills в том числе помогает нашей системе в этом направлении двигаться. И как это отражается на жизни современных людей, молодых? Здесь, наверное, это отражается прежде всего на качестве подготовки квалифицированных специалистов, это первое. Но и второе, разумеется, на уже самом процессе работы, потому что сегодня мы понимаем, что производственный процесс – это несколько иное технологичное вообще такое мероприятие, и действительно, где совершенно иные и нормы охраны труда, и уже появляется так называемая культура производства. Все это формируется вот на этапах обучения в колледжах. Давайте перейдем к практичным советам. Что делать тем, кто из колледжа был отчислен, и как им сейчас восстановиться? Действительно, восстановиться можно на любом абсолютно периоде своей жизни, и в том числе, наверное, лето – это самое хорошее время для того, чтобы определиться и понять, что нужно дальше продолжать обучение. Необходимо прийти в образовательную организацию, в которой обучался тот или иной бывший студент, и, соответственно, посмотреть те задолженности, которые на сегодняшний день имеются академические, ну, либо они отсутствуют, и уже совместно с заведующим отделением, либо с заместителем руководителя по учебной работе выстроить индивидуальную траекторию, либо поступить фактически на тот курс, с которого ушел при условии сдачи тех или иных задолженностей, либо, соответственно, как-то поступить на курс ниже. Для тех, кто поступает, как выбрать правильный колледж? Это большая, вообще очень большая работа, наверное, профориентационная, которая у нас проводится на сегодняшний день фактически с 5 класса. И хочу отметить, что действительно сегодня абитуриенты приходят уже замотивированные и с пониманием, куда идти учиться. Так как у нас система очень большая, 96 колледжей по республике Башкортостан, это фактически в каждом муниципальном образовании, наши выпускники 9 классов уже четко понимают, куда им направиться и, соответственно, на какую специальность. То ли это будет повар, то ли это сварщик, а может быть это будет и архитектор. Поэтому здесь поле для выбора огромнейшее. 131 специальность, 72 профессии. Поэтому, наверное, зайти необходимо на навигатор. У нас есть навигатор образовательных организаций. Посмотреть, изучить, какие специальности и профессии реализуются в том или ином колледже. И уже с 3 документами, паспорт, аттестат и фотография, прийти в приемную комиссию, либо подать документы онлайн через сервис, через сайт образовательной организации. Сегодня это очень популярно, и несмотря на то, что даже допускается очный прием документов, соответственно, онлайн у нас подача лидирует. Преподавательский состав в колледжах и техникумах, достаточно ли преподавателей и есть ли вакансия? Ну, вакансии они всегда есть, потому что, наверное, кадровые определенные такие движения, они существуют в любой отрасли. На сегодняшний день в системе профобразования работает свыше 4000 педагогических работников. И, разумеется, это не только преподаватели по общеобразовательным дисциплинам, но и именно по профессиональным так называемым модулям, где необходимы требования квалификационные, а именно опыт работы на производстве. Поэтому у нас очень, наверное, часто бывает потребность в преподавателях именно с производственным опытом. То есть те, кто имеет опыт работы... те, которые работали по своей отрасли на заводе, либо в пекарне, если мы говорим о поварах, либо, соответственно, если мы говорим о педагогах, в школах. То есть обязательно практика и опыт работы в той отрасли, которую дальше он будет передавать своим студентам. И еще один вопрос. Льготы и привилегии для тех, кто поступает в колледжи и техникумы, что им предлагается?
Вот на сегодняшний день, к сожалению, в соответствии с законодательством, при поступлении у нас не имеется льгот. То есть поступление происходит по среднему баллу аттестата и независимо от того, к какой категории относится абитуриент. А уже в процессе обучения, соответственно, абитуриенты, относящиеся к той или иной категории граждан, малоимущие, либо дети-сироты, дети ОВЗ, инвалиды, они, разумеется, получают социальную стипендию и все необходимые выплаты, которые законодательством предусмотрены. И еще тогда один вопрос, Инесса Васильевна. Где найти полную информацию, чтобы знать, что делать? На сайте Министерства образования у нас подготовлен ряд, наверное, статей, информации, списков, где как раз все можно изучить подробно и уже определить, куда ему, абитуриенту нашему, поступать. Ну и многие у нас сегодня, соответственно, пользуются YouTube-каналом. На YouTube-пространстве у нас имеется канал Центра опережающей профессиональной подготовки ЦОП-РБ, где как раз представлены видеовизитки абсолютно всех колледжей Республики Башкортостан. Спасибо вам большое. Напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения была заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Инесса Косолапова, и мы говорили об условиях приема в башкирские колледжи и техникумы. Оставайтесь на БСТ.